Здравствуйте, меня зовут Николай, я живу в Калифорнии, родом я из Якутии. Значит, в интернете меня можно найти под именем Николай Токугава. Значит, почему Токугава? Потому что у нас в Якутии и вообще на Дальнем Востоке очень популярно все, что сделано было в Японии. Да? Вот, ну, это же Дальний Восток. Так вот, сегодняшний мой ролик будет посвящен богатствам России. Так вот, начну я этот ролик с одного, значит, рассказа, который со мной приключился в России. И, значит, ну, сделал это я ради прикола, но это было очень интересно и познавательно. Так вот, значит, я зашел в предприятие, в офис предприятия, значит, головной. И, значит, я сказал, что я пришел, значит, за своей долей от российской нефти и газа. На что охрана, значит, охрана оказалась очень интересными, кстати, людьми со своими взглядами. И они спросили: извините, а вы кто? Я сказал: я гражданин Российской Федерации, значит, и я имею, так как, имею право на долю от российского нефти и газа. На что они сказали, что а почему вы так решили, что вы имеете долю от российского нефти и газа? Я сказал: ну это же наше, понимаете? Вот флаг, вот герб нашего государства, я гражданин этого государства, значит, я имею право на эту долю, разве не так? Они сказали: ну, не совсем так, можно сказать, что это совсем не так. Эти все богатства принадлежат на самом деле тем людям, которые этим распоряжаются, понимаете? А эти регалии, которые вы видите, этот флаг и этот герб, это символ государства, понимаете? Символ власти, и эта власть как раз, эти регалии символизируют ихнюю власть над вами. Вот оно что. Я, конечно, подумал, и в принципе это оказалось правильно, понимаете? Это же странно было бы, если бы у Путина эти регалии означали бы власть над американцами. Нет же. Эти регалии означают символ государства, символ власти, а власть является именно Путиным, а Путин, естественно, распоряжается, оказывается, и нами всеми. Вот в чем, оказывается, дело. Так вот, ну, я, конечно, сразу парировал и сказал, что вдруг, если, допустим, да, Китай нападет на Россию, чтобы отнять все вот эти богатства, то ну, в конечном итоге, кажется, Китай уже забрал то, что хотел, даже войны не понадобилось, да? Но, допустим, если бы это была военная агрессия с целью захвата сырья, значит, России, то есть всех его богатств, то военком бы пришел ко мне, ко всем мужчинам в России, чтобы призвать их на войну, чтобы те пожертвовали своей жизнью за, значит, богатство Путина, человека, который реально всем распоряжается, да? Так вот, послушайте, а тогда же, получается, я же могу сказать, что, слушайте, я, если с этого ничего не имею, с какого перепуга я должен умирать из-за богатства Путина и его друзей, олигархов, которые богатеют и богатеют, а мы-то с этого ничего не имеем, верно? Мне сказали, что, в принципе, да, но у вас другого выбора не будет, понимаете? И тут давайте подумаем вот такую штуку. Ну, допустим, да, пришел этот военком, и меня призвали, значит, допустим, в армию, да. И я, значит, пришел, значит, этот пункт сбора, значит, надел эту военную форму, значит, сделал вот такую селфи, воу, да. И, значит, мы с друзьями сфотографировались там и так далее. Там я прочитал вот этот самый, как называется этот. Я гражданин Российской Федерации, торжественно клянусь, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Да, ну, что-то же они там говорят, что торжественно клянусь, там, что буду, туда, да. И вот все это заканчивается. Я говорю, что, типа, съемка закончилась. Ну все, тогда я снимаю форму, и все, я иду домой. Понимаете? А тут они же, военкомы же сразу спросят: извините, а что происходит? Куда вы собираетесь уходить? Ну, как бы, я же сделал то, что вы хотели. Я надел форму, там, сфотографировался, пообещал, все, и теперь я уже, можете забрать вот эту форму, я вообще-то не люблю военную форму, можно я пойду домой? Они скажут: нет,
Если вы попытаетесь убежать, мы посадим вас в тюрьму. А если бы это было еще военное время, они бы меня расстреляли, то есть по военному трибуналу. Понимаете, о чем я говорю? Так, а по-другому у Путина почему происходит тогда по-другому? Вот со мной, если так, то а у Путина почему по-другому? Путин, когда значит, избирается президентом Российской Федерации, он собирает кучу народа, значит, и торжественно клянется там, типа, если я стану президентом Российской Федерации, значит, основной моей задачей будут реальные доходы моих граждан, как они там любят говорить, наших людей, да, вот. И у пенсионеров будет тот уровень пенсии, который им позволит чуть ли не путешествовать, значит, и, значит, я буду стараться, там, построю дороги. Вообще его эти обещания предвыборные, они идут несколько часов, понимаете? Это не может вместиться в пару минут, понимаете? И вот две вещи, которые он реально обещал, это повышение уровня реального дохода граждан и то, что пока он президент, пенсионный возраст не будет повысен. Это он обещал, понимаете? Обещал. И как только он стал президентом, все. Он ничего из этого не собирается делать. Понимаете? И все, он ушел. И никто ему ничего не говорит. Понимаете? Он делает все, что хочет. Понимаете? Он настолько разбогател, что это... Понимаете? У него к людям отношение изменилось. Сразу при том. И при том ко всем людям почти что, даже к жене. Понимаете? Пока эта девушка, то есть эта женщина, его жена, была молодой, красивой, она ему была нужна. Но когда она стала пожилой, он ее просто взял и выбросил за борт. Это по-другому назвать нельзя. Понимаете? В судьбе этой женщины можно увидеть вообще его отношение ко всем нашим пожилым людям. Понимаете? Он же обещал, он обещал, что пенсионный возраст не будет повысен, пока он будет президентом. Понимаете? А потом что случилось? Он же сказал, он, наверное, я так думаю, он спросил, наверное, а сколько у этих людей продолжительность жизни? И ему, наверное, отрапортовали, как они умеют это делать. Они, наверное, сказали, там, средняя продолжительность жизни в Российской Федерации составляет 65 лет. Ну, повысьте тогда. Наверное, это же он так сказал. Кто же решает, если не он? Он же единолично решает. У него Госдума в кармане, чиновничий аппарат в кармане, силовые структуры и спецслужбы у него в кармане. Он решает один, все. Он не может не ссылаться на кого-либо. Он решает все один. Это он сделал. Он просто взял всех наших пожилых людей и просто выкинул за борт. Это по-другому назвать нельзя, понимаете? Он же обещал, и он ничего не сделал. И он сейчас вот, он не старается даже, он ввязался в какую-то войну, которая нам вообще нахрен не была не нужна, понимаете? Эта война нам не была нужна. И она до сих пор нафиг нам не нужна, понимаете? И он ввязался туда, и уровень доходов населения в России упало вдвое. Но ему плевать, понимаете? Вот в чем дело. И он продолжает это делать. Он же российское богатство продает в долларах. Вот же в чем правда. Понимаете? И он свои деньги, значит, все держит в долларах. Это же Центробанк у него тоже в кармане, понимаете? Фактически это в Америке считается преступлением. Если ты знаешь инсайдерскую информацию, все деньги держишь в долларах, а потом рубль обваливаешь вдвое, значит, людям платить начинаешь вдвое меньше, ты на этом, получается, вдвое больше заработал, а люди при этом все потеряли. Ты же обещал. Он обещал это. Обещал, что этот уровень жизни не упадет. Он обещал это. А что случилось в реальности? Все упало вдвое, а всех стариков выбросили за борт. Это получается его такое, значит, его способ понятия. Он кем себя вообще возомнил? Это такая же штука получается. Разве есть другой вопрос? Так почему же, если он себя считает чуть ли не египетским фараоном, чуть ли не он уже в ранг богов, что ли, решил записаться, откуда у него такая дрожь? Почему он боится народа? Почему он боится, вот, когда люди собираются, вот фонд борьбы с коррупцией, почему вот Навальный собирает всего 10, 20, 40 тысяч человек? Откуда вот эта дрожь у него? Почему он боится?
Знаете, почему он боится? Потому что он же осознает, что на самом деле их в этом, вот этой корпорации, которую он создал под названием Российская Федерация, их всего-навсего 2 миллиона чиновников. Это очень мало, понимаете? Потому что Россия, она огромная. Это 140 миллионов человек, понимаете? Это им легче было бы справиться с Германией, потому что в Германии 80 миллионов человек. Это вдвое меньше. А еще легче было бы им справиться с Францией. Там вообще 50-60 миллионов человек. Это втрое меньше. Но даже их 2 миллиона человек, они не смогут справиться с 30 даже миллионами людей. Понимаете? Вот в чем дело. Ихняя вся эта власть Путина, это фикция. Понимаете? Это то, что создают, не покладая рук, этот Киселев с этим, как его, Соловьевым. Вот. Они, не покладая рук, работают и говорят: спокойствие, спокойствие, не двигайтесь. Те, что выходят на митинги, это какие-то маргиналы, какие-то шпионы Америки, да кто угодно. Они готовы говорить все, что угодно, главное, чтобы это не двигалось. Потому что если это все перейдет в движение, понимаете, это повторится та же история, что случилось, значит, с Николаем II, который взял, опять ввязался в ту войну, которую не надо было. Он послал туда не 10 тысяч, он послал 10 миллионов человек, понимаете. И все это нахрен рухнуло. Куча людей там сдохла в этой войне, понимаете. И там люди опять поняли, почему мы должны умирать, за что? За богатство этих олигархов, то есть в те времена аристократов, там, этих дворян, этой императорской семьи и этих, как сказать, вот ихней вот этой компании, их оказалось не так же много. Когда эта война началась, вот эти белогвардейцы стали за этого же императора, да, они же сами, помните, посмотрите эти фильмы, сказали: за кем пойдет народ, те и победят, понимаете, потому что этих белогвардейцев оказалось настолько мало, что они не смогли выдержать, понимаете. У Путина та же история, вот откуда его берется страх, чтобы это все не двигалось, понимаете. Потому что их охватывает дикий страх, вы когда-нибудь видели огромную массу людей, понимаете? То есть, когда перед вами стоит 10 тысяч озлобленных людей, это страшная картина. А если увидеть, если считать, что это 140 миллионов человек, понимаете? Вот в чем дело. Конечно же, можно было сказать, чтобы Путин, там, если бы он поменялся, он изменил бы свою политику, но я могу с твердостью сказать, что этот человек просто опоздал. Он опоздал со своим рождением. Вот что случилось, я так думаю. Он должен был родиться чуть ли не 300 лет тому назад. Если бы 300 лет тому назад он бы родился и вел вот такую бы политику, какие там к черту санкции? Из Европы от всех монархов приходили бы письма с поддержкой. Все мировое сообщество вот этих монархов, включая Папу Римского даже, который бы сказал, что всякая власть от Бога, понимаете, они бы его поддержали. Но дело в том, что времена изменились, понимаете. Путин — это мамонт, это вымирающий вид. Он пытается схватиться там из подобия его людей, там Саддам Хусейн, там президент Ливии, как его звали-то, или там Хуго Чавес, вот, ну, типа диктаторского склада, ну, монархические люди, они же один за другим уходят. Путин один из последних, понимаете. Этот человек мамонт. И изменить его никак не удастся, я так думаю, уже. И этот человек сам по себе обреченный, он это, наверное, я так думаю, понимает. Понимаете? Единственное, что это административный вот этот ресурс, это армия чиновников, 2 миллиона человек, они же тоже понимают. Они понимают, что этот тип государства, когда вот горстка людей наживается на большинстве народа, эти времена уже прошли. Это уже все начало меняться. И они в любой момент вот так готовы его бросить. Я в этом уверен. И, значит, я не знаю, сколько времени осталось, но я точно могу сказать, что вот то, что рождено от демократических настроений, когда человек начинает исходить от своих прав и свобод, понимаете, от своей веры в себя, понимаете, то есть, как сейчас модно говорить, поверьте в себя. Вот то, что не хватает, я думаю, в России. И это, в принципе, все, что я пока думаю. Значит, подписывайтесь на мой канал. Если я доберусь до 1000
подписчиков, я буду этим заниматься профессионально. Спасибо, ребята.